Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Сильный ливень обрушился на Сухум в ночь с 15 на 16 августа. Река Басла вышла из берегов. Вода зашла в магазины и частные дома, затопив первые этажи. Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа едут в Буденновско-Ставропольского края в Абхазию. Делегация из Абхазии во главе с министром просвещения и языковой политики Налом Габля принимает участие во Всероссийском съезде учителей математики. На озере Рица презентовали абхазскую военную галеру, построенную совместно с карельскими корабелами на верфи «Варяг» в Петрозаводске. Сильный ливень обрушился на Сухум в ночь с 15 на 16 августа. Больше всего пострадал район Турбазы. Река Басла вышла из берегов. Вода зашла в магазины и частные дома, затопив первые этажи. Ночью в момент ливня для эвакуации людей спасатели использовали надувные лодки. В некоторых местах уровень воды достигал 2 метров. Репортаж Дениза Гергия. Первый этаж сильно утонул. We won't put on stuff put on. Yeah, well, what we want to do with it. И это не кадры из интернета. Это Сухум, улица Чанба. В ночь с 15 на 16 августа сильные ливневые дожди стали причиной подтопления частных домов. Все дело в том, что несколько рек Басла, Гаригвара и Сухумка вышли из берегов. Люди не спали практически всю ночь, пытаясь спастись. Было страшно смотреть, с какой скоростью вода поднимается. А на руках младенец укрыться негде, говорит жительница улицы Чанба Инеза Эшпа. У семьи Эшпа билетажный дом, второй этаж нежилой. Но чтобы спастись от воды, они поднялись по этой лестнице наверх. На кухне ничего нету, все испортилось. Кухня, что стояла. В спальне все испортилось, в 2 спальнях. В зале вон мебель, что стоял, диван и стол там внутри стоит, даже не вынесли. Куда девать, чтобы я на улицу вынесла, помила, тоже места нету, вся в кресле. До чего мокрая. Вон до этого стенка все посыпалось, полностью дом, все стенки потрескались. Вся мебель, техника и вещи пришли в негодность. Стены вплоть до потолка мокрые. У дома практически нет двора. Вода снесла и забор. Семье негде даже переночевать. Внук, которому едва исполнился месяц, сейчас временно проживает у дочери. Но и там своя семья, и живут они в однокомнатной квартире. Бедствие такого масштаба семьи Эшпа коснулось впервые. По словам хозяйки, у соседей не раз бывали подтопления. Они даже обращались за помощью к властям. 3 года тому назад, когда железки принесли, там бы сказали, сделаем, все принесли, положили. На 2-й день пришли, все забрали. Очень дорого обходитесь. Такая же картина и у многих других жильцов по улице Чанба. Вокруг ил, песок, грязь во дворах и помещениях. Ниже на улице Соловьева коммунальные службы города, сотрудники МЧС, служащие Минобороны Абхазии помогают пострадавшим жильцам. Помогают и родственники хозяев. Люди говорят, что такого рода наводнений давно не было. Вот с 95-го года вода в дом не заходила. А вчера ночью в 3-4 часа ночи примерно вода поднялась на уровень 2,5 метра и зашла в дом. Нанесен огромный ущерб, начиная от мебели, диванов, кровати, вся техника, кухня, полы. Это все нужно менять, потому что это невозможно восстановить даже. Поток воды был настолько мощным, что сдвигал даже тяжелые холодильники, мягкую мебель и автомобили. Сейчас люди по возможности приводят свое жилье в порядок. В этом им помогает и столичная администрация. Вот сейчас вот этот пол, что вы видите, под ним у меня бетон. Значит, сейчас сверху я чуть отмыла, с подвала вытащили воду. Но внизу вода. Все, значит, это все уже, считайте, все снимать, выкидывать надо. В любом случае все набухнет. Уже начало я увидела сегодня. Это уже 12 часов, оно все в воде. Мне даже совесть не позволяет лишнее говорить. Настолько люди пострадали. Сейчас администрации города я очень благодарна. Первый раз, кстати, вот так организовано. Рабочих дали, сейчас контейнер привезут, вот водовоз подогнали. Сейчас я просто надеюсь, что они мне вот так все промоют, это невозможно. Район Турбазы – один из самых пострадавших в Сухуме. Вода нанесла большой урон объектам общественного питания и торговли. Тяжело было работать, потому что вода была больше, чем полметра. Затопило, ходить невозможно было. В 4 утра, сами понимаете,
дозвониться до кого-то тяжело, вдвоем, втроем, своими силами как-то что-то, какие-то трубы прочистили, ливневки какие-то там с какими-то палками что-то пытались сделать. Ну, к 6 утра уже тоже люди сюда, сотрудники приходят, ну, что 6-7 утра начинают здесь предприятия все работать. Но затоплено было все. По словам предпринимателя Нуны Чантуры, ей сегодня трудно оценить ущерб, который нанесла стихия. Если раньше тонули только прибрежные районы Баслы, это жилые кварталы, жилые дома, сегодня пострадали мы, люди бизнеса, которые вот в каком состоянии находимся. Видимая часть это малого айсберга, который мы с 5 часов утра уже выгребаем силами всех сотрудников дружного коллектива сплоченного. Сзади у нас есть производство, где намного сложнее дело. Затоплена мука, затоплен сахар, затоплены продукты. Ущерб я не собираюсь оценивать сегодня. С 2 ночи по поручению главы администрации города Сухум Беслана Ешба был созван оперштаб. Все службы администрации города, ДРСУ, Зеленое хозяйство, ЖКХ, Водоканал весь день работали над устранением последствий потопа, смывая ил со двора и улиц столицы. Бригады машин МЧС из Ачамчира, Гудзырь, Гудауты прибыли в столицу для оказания помощи. МЧС очень оперативно включилась в работу буквально с первых же часов начала ливня, потому что поступили первые звонки за помощью. Дело даже дошло в некоторых местах до эвакуации людей, поскольку отдельные дома были потоплены даже до уровня 2-го этажа. Так что ребята поработали оперативно быстро, в общем, никто не пострадал. Потоком реки сорвана водопроводная труба диаметром 300 мм над рекой Басла. Аналогичная ситуация с трубой и в другом районе города. Сотрудники водоканала работают над устранением аварии. Из-за этого запланированные на понедельник ремонтные работы были перенесены. На время работ некоторые районы Чанпа, Турбазы и прибрежной части столицы остаются без воды. Работы по устранению последствий стихии продолжатся и во вторник. Дениза Герки, Ильдар Дамиров, Алексей Кухава и Нала Кухава, Абхазское телевидение. Уровень воды повысился и в реках Ачамчирского района, в селах Кындах, Тамыша, Дюбжа, Джгяр, Дактол. Мощные потоки воды заливали приусадебные участки и домовладения, сельские дороги и мосты. Подъем воды на участке республиканской автотрассы Псоу-Ингур в районе сел Кындах и Тамыш составил не менее полуметра, что привело к временной приостановке движения автотранспорта. Кроме того, в селе Кындах размыло обочину дороги, которая была восстановлена после наводнения 27 июля. Несколько деревьев были повалены на проезжую часть. К ликвидации последствий стихии был привлечен личный состав ПСО города Ачамчира и 3 единицы спецтехники. Утром 16 августа на место выехали представители районной администрации. Для определения масштабов ущерба будет создана специальная комиссия. От наводнения также пострадали села Гулрыжского района, где из-за обрушения моста 5 сел оказались отрезаны от центральной трассы. Подмыло так называемый эстонский мост в селе Допыкат протяженностью 20 метров. Стихия нанесла ущерб и жителям сел Варча и Дранда. Их дома подтопило. Как сообщил нашей программе директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, в ночь с 15 на 16 августа с 4 до 8 часов утра на побережье выпала 1/3 месячной нормы осадков. В бассейне малых рек в среднегорной зоне за этот период выпала как минимум половина месячной нормы. В результате ливня в энергосетях страны произошли множественные повреждения линий электропередачи, опорных столбов и другого имущества энергосистемы, сообщает пресс-служба Черноморэнерго. В Сухуми были подтоплены подстанции Епит, Баслата. Нанесенным илом забито оборудование подстанции. На подстанции Епит вышел из строя ввод. На подстанции Сухум-2 были повреждены линии 10 киловольт, питающие новый район. Были обесточены центральная часть Сухума, улица Чанба, частично новый район Маяк. Целый день велись работы, и к вечеру последствия непогоды были устранены. Однако по улице Чанба электрики во избежание замыкания опасаются подать электричество, так как в домах все еще мокрые стены. Продолжаем выпуск.
Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа совершают марш на штатной технике из города Буденновска Ставропольского края в Республику Абхазия. Многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест направлен в Республику Министерством обороны России по просьбе руководства нашей страны в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с коронавирусом, оборудованное аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови. В составе медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Госпиталь будет развернут на территории пансионата «Айтар», где уже созданы все условия для приема пациентов и размещения врачей. Все те работы, которые были поручены, практически выполнены. Сделан забор, разделяющий пансионат на две части. В одной части будет размещаться госпиталь, во второй будем продолжать функционировать как туристический объект. Въезды со стороны Минобороны, 2 въезда для машин скорой помощи. Они уже осуществлены. Вода есть, электроэнергия. Номера для больных готовы на 100 койко-мест. Контактировать с отдыхающим практически исключено. Это отдельная территория, нет и заезды, разные территории перегорожены полностью. В соответствии с решением министра обороны России Сергея Шойгу по просьбе руководства Абхазии в республику направлены подразделения радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса Черноморского флота для оказания помощи в предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции. Как сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота, в настоящее время военнослужащие совершают марш протяженностью свыше 800 километров на штатной технике из пункта постоянной дислокации в район выполнения поставленных задач. В составе сводного отряда порядка 30 специалистов подразделения РХБ защиты и 10 специальных автомобилей. По прибытию в район выполнения задач военнослужащие совместно с медицинскими специалистами Абхазии оценят объем предстоящих работ и приступят к проведению дезинфекционных мероприятий социально значимых объектов. Сводный отряд РХБ защиты Черноморского флота ранее в апреле и октябре прошлого года выполнял задачи по оказанию помощи населению Республики Абхазия в борьбе с коронавирусной инфекцией. В Сочи в образовательном центре «Сириус» проходит Всероссийский съезд учителей математики. В мероприятии принимают участие более 300 человек из 66 регионов России, а также делегация из Абхазии во главе с министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия. Участники съезда, ученые и учителя математики, обсуждают, как повысить общий уровень преподавания предметов в каждой школе. Репортаж Аманды Пония. Открыли Всероссийский съезд учителей математики руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, заместитель министра просвещения Анастасия Зырянова. После приветственных слов и небольшого праздничного концерта был организован круглый стол, участники которого рассмотрели математическую науку как основу развития цифровой экономики и успешной жизни человека в современном мире. Принимаем участие во Всероссийском съезде учителей математики. Мы очень рады, что мы приглашены на такую конференцию, на такой съезд. И самые разные темы, самые разные вопросы поднимаются высшим руководством Российской Федерации. Например, вот сейчас пообщался с ректором Высшей школы экономики, мы недавно там были. И действительно тема математического образования и повышения его качества актуальна и в России, и в Абхазии, конечно же. Поэтому мы нацелены на то, чтобы все лучшие подходы, методики в образовании именно математики внедрять и в республике. На конференции обсуждались различные проблемы в обучении детей и подростков. Самым главным и обсуждаемым вопросом стало онлайн-обучение. Мнения присутствующих в зале разделились на «за» и «против» дистанционного обучения. Многие педагоги утверждают, что статистика отличников и хорошистов уменьшилась. Учителя из нашей страны уверены, что для абхазских школ этот вопрос требует дальнейшего обсуждения.
Но вся Россия, которые все присутствующие здесь в зале, их много, человек 300, они в один голос сказали, что онлайн-обучение не дает никакой результат, не дает никакие результаты. Поэтому они против онлайн-обучения. Я сама тоже против этого, и поэтому хочется, чтобы 1 сентября мы пошли все в школу, так как мы этого уже давно ждем. После завершения работы круглого стола и обсуждения актуальных тем системы образования на связь вышел министр просвещения России Сергей Кравцов, который ответил на вопросы участников съезда. Министр просвещения проводил через онлайн встречу, и все присутствующие в зале делегаты задавали ему вопросы. Я хотела, чтобы мы провели вот такой формат в Республике Абхазия и выразили тоже свое мнение. Я думаю, что нас министр выслушает, сделает это все, потому что он уже проводил один раз конференцию, проводил по онлайну это мероприятие, такое мероприятие. Я думаю, что у нас это получится. Геометрия – это не скучно, геометрия – это красиво и полезно, говорит учитель математики и старший методист Московского центра педагогического мастерства Максим Волчкевич. Он поделился своими знаниями с участниками съезда и провел лекцию на тему математики в основной школе. Потому что основная проблема, что что-то делается механически, бездумно, и оно также забывается после этого, и в голове ничего не остается. Это в лучшем случае, а в худшем случае отвращение к предмету. И потом взрослый человек говорит, я так ненавидел эту математику в своей жизни. Это потому что он, на самом деле понятно, почему. Потому что он не понимал, что делает. И фактически это было такое интеллектуальное насилие над ним. Он это так и запомнил, что это интеллектуальное насилие. К сожалению, этого довольно много. Вот надо, чтобы это было открытие, наоборот. Ну, то есть это эмоциональные вещи очень важны. Всероссийский съезд учителей математики 2021 завершит свою работу 18 августа. Аманда Пони, Арина Гухава, Абхазское телевидение. В Сухумской второй средней школе проходят курсы повышения квалификации для учителей информатики столичных школ. Курсы организованы Управлением образования администрации Сухума, а ведет их доцент Тамбовского госуниверситета Александр Скворцов. Подробности в репортаже пресс-службы столичной администрации. В рамках сотрудничества двух городов-побратимов Сухума и Тамбова между Управлением образования столицы и Тамбовским государственным университетом подписано соглашение о сотрудничестве в сфере повышения квалификации и переподготовки учителей. Месяц назад на повышение квалификации в ТГУ побывали сухумские педагоги. 16 августа 10-дневные курсы для учителей открылись на базе второй Сухумской школы, где есть необходимые технические условия, так как в этой школе благодаря Росатому недавно был оборудован атом-класс. Преподавателей информатики в Сухуме очень мало, поэтому на курсы пригласили учителей математики и физики, чтобы они прошли переподготовку и смогли преподавать этот предмет. Я думаю, что это плодотворная работа для начала учебного года, успех для наших педагогов, чтобы уже потихонечку, поэтапно осваивать новые технологии. Кандидат педагогических наук, доцент Тамбовского госуниверситета Александр Скворцов проведет 2 курса – преподавание информатики и компьютерных технологий и цифровизация образования и цифровые технологии в обучении. Очень мне приятно, что мы будем с вами работать и постараемся, конечно, максимально эффективно отработать эти 2 недели. Мы разберем какие-то вопросы, которые у вас есть, мы можем там в индивидуальном порядке это разобрать, либо как-то вместе все. Илона Ламандзе 7 лет преподает в 7-й средней школе алгебру, геометрию и физику. Год назад начала преподавать информатику. Она рассказала, что ввиду отсутствия в школе компьютерного класса, ее уроки носят больше теоретический характер, нежели практический. Так как школа не оборудована вот этим компьютерным классом, нет возможности работать с учениками в нужной форме. Мы всего лишь преподносим основу информатики в теоретической смысле. Даже если это происходит практика, идет урок практики, то это, чтобы вы понимали, 1 ноутбук на весь класс, где в классе 15, от 15 до 20 учеников.
Педагоги отмечают, что знание информационных технологий многими подростками ограничивается умением пользоваться соцсетями. Владея современными устройствами, они не умеют пользоваться полезными в учебе программами Word или Excel, не говоря уже о подготовке презентаций или об азах программирования. А обучить всему этому в школе не получается из-за отсутствия компьютеров. Ученикам преподавательницы информатики Римы Айба повезло. На ее уроках 6 рабочих компьютера и интерактивная доска. В принципе, у нас информатика ведется только в 10-х и в 11 классах. Это, конечно, я считаю, что очень мало, потому что объем информатики, во-первых, очень большой. Во-первых, информатика, это, на мой взгляд, это единственный предмет, который очень меняется. Меняется операционная система, меняются все приложения. Каждый раз что-то новое добавляется. Преподают информатику в 10 и 11 классе 1 раз в неделю. Это очень мало, считают специалисты управления образования. Они обратились в Министерство просвещения с предложением ввести уроки информатики с 7 класса. Курсы переподготовки во второй школе пройдут 30 учителей. По их окончании всем педагогам вручат сертификаты о повышении квалификации. Амра Амичба, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. Спустя сотни лет в Абхазии вновь можно увидеть традиционную абхазскую галеру, построенную совместно с карельскими корабелами на верфи «Варяг» в Петрозаводске. Выполнена галера из карельской сосны и дуба и может развить скорость до 12-14 км в час. Проект судна разработал художник Батал Джапуа на основе архивных рисунков и исследований в области этнографии абхазов. Галера прибыла в Абхазию и спущена на озеро Рица. О презентации судна в нашем следующем репортаже. Событие поистине исторического масштаба. Спустя 2 века в водах Абхазии можно увидеть гордо плывущую традиционную абхазскую галеру. Только в этом столетии ее пассажиры не хорошо известные сильнейшие абхазские и адыгские воины-мореплаватели и не торговцы, а обычные люди, которые хотят чуточку прикоснуться к истории абхазо-адыгского народа. Было решено, что домом для судна станут воды красивейшего озера Рица. По мнению специалистов, это место идеально подходит для абхазской галеры. Еще задолго до ее появления на берегу озера собрались люди, каждый из которых желал быть одним из первых на борту и совершить прогулку на историческом судне. Галера была построена по чертежам известного абхазского художника Батала Джапуа на верфи «Варяг» в Петрозаводске. 15-метровая ладья может ходить под парусом или на веслах. Также судостроители снабдили ее 2 электромоторами. Кстати, что касается паруса, на нем изображен ястреб. Гордая птица, которая никогда не сдается. Тема моря, она не может быть чужда нам, потому что мы прибрежные народы, начиная от Анапы до Ингура. Судоходство, мореходство, судостроительство было очень сильно развито с античных времен и до античных времен наверняка. Почему, значит, так это было широко развито? Ну, во-первых, пути сообщения. Значит, вы сами видите, какой у нас сложный рельеф, то ходить через эти речки, переправляться бесчисленные овраги, горы, ущелья, то легче всего было совершать какие-либо хозяйственные или другие, значит, взаимодействия по морю. Участники проекта отметили, что это событие очень значимое для абхазского и черкесского народов, и направлено оно на сохранение культуры и традиций. Данный проект осуществлен при поддержке меценатом Зауча Пилия. На презентации галеры присутствовал советник президента Абхазии Аслан Абжания по вопросам науки и культуры Нукзар Логуа, который передал приветствие от главы государства. Логуа также отметил, что абхазы и адыги с древнейших времен славились как смелые мореходы и превосходные строители кораблей и судов. И это неоспоримый факт. Абхазии, как всегда, жили на берегу моря, но некоторые наши оппоненты говорят о том, что абхазии даже не имели термина корабля, название корабля и так далее. Но это была ложь, безусловно, заведомо, но тем не менее сегодняшние события тоже доказывают о том, что у нас очень богатые терминологии по морю и так далее. И наши воины всегда защищали берега Абхазии. В презентации также приняли участие жрецы Лорского святилища Беслан Шингба и Убыкского святилища Бытха Руслан Берзек. От себя хочу выразить огромную благодарность и автору проекта, и исполнителям, и спонсорам проекта, и вообще за это мероприятие, потому что на самом деле
причерноморские народы всегда стремились быть наедине с морем. И символом этим сегодняшнего мероприятия является как раз-таки то воссоединение народа и моря. В данном случае мы будем проводить моление, обращаясь к высшим силам, для того, чтобы это благословение сегодня было получено. До того, как прибыть в Абхазию, боевая галера успешно прошла ходовые испытания на Петрозаводской губе Онежского озера. По словам карельских корабелов, построить судно было непросто. Потому что судно необычное, мы таких еще не строили. Это боевая галера. Изображений ее сохранилось очень мало. И еще одна приятная новость. На Петрозаводской верфи исторического деревянного судостроения «Варяг» сейчас строят еще одну боевую галеру. И ее совсем скоро доставят в Абхазию. Гугут Савардани, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Туристический сезон в разгаре. Август – любимый месяц отдыха для всех гостей республики. Больше всего туристов, конечно же, в Западной Абхазии, а в пансионатах курорта Пицунда за 2,5 месяца уже отдохнули более 21 тысячи человек. Что предлагает туристам жемчужина Черного моря? Какие здесь проводятся работы по улучшению качества предоставляемых услуг, узнавала наша съемочная группа. Репортажи Эсме Гуланзе. Это не кадры советской Абхазии, как может показаться на первый взгляд. В курорте Пицунда этим летом настоящий туристический бум. Больше всего отдыхающих на центральной набережной. Сотни туристов гуляют, купаются и загорают. Некоторые предпочитают отдыхать в тени сосен. Работают кафе, рестораны, развлекательные аттракционы, дельфинарии. По сравнению с 2019 годом, потому что 2020 год, вы прекрасно знаете, что его в расчет брать очень тяжело. Там всего лишь 1,5-2 месяца был полная загрузка, 100% на сегодняшний день. И ожидается и в августе, и сентябрь хорошие продажи. Мы такой загрузки курорта после советского времени, мы говорим, насколько мы помним, этого не было. И вообще по Абхазии в целом тоже. Сама набережная разгрузилась и похорошела. Отсюда убрали многочисленные ларьки и киоски. Сейчас ведется строительство новых торговых рядов. Строительство торговых рядов – это упорядочено торговых точек по набережной, это сувенирные продукции, это фрукты и овощи. Фрукты и овощи для них, киоски, ларьки мы уже закончили, они запустились, уже перешли туда работать. Планируем, что до конца следующего месяца мы закончим остальные, там их около 40. Кроме того, на территории курорта выделена общая игровая зона. Здесь сконцентрированы все детские развлечения – батуты, площадки, лабиринты. Определить место было очень трудно, потому что мы не можем сделать это со стороны леса, потому что не растут на этом месте, где стоит батут или какая-то конструкция, не растут деревья. И поэтому мы призвали экологов, призвали там депутатов и как-то создали такую комиссию, я ее возглавлял. И решали, как вообще будет обстоять дела с торговлей, с игровой зоной. Здесь достаточно места, и они, получается, сконцентрированы, все будут в одном месте, они разбросаны по всему курорту, под соснами. Главное новшество курорта – реконструкция 3 этажей пансионата Апсны, а также замена его кровли. Несмотря на то, что ремонт завершился недавно, комфортабельные номера уже пользуются необычайным спросом. В турагентстве нам сказали, что здесь сделали ремонт и номера с повышенной комфортностью. Поэтому мы выбрали здесь. Да. Цена там совершенно немножко отличается. Но выбрали это. Дети отдыхали, наши старшие в этом году, в конце июля здесь приехали, нам тоже рассказали, что хорошо. Мы делали раннее бронирование, и Пицунда нам очень нравится. И как вам условия? Хорошие условия, да, все хорошо, все устраивает. Желаем дальнейшего процветания. Кроме того, курорт сменил интернет-провайдера. При этом все необходимое оборудование было приобретено самостоятельно. По поводу интернета, по поручению министра по туризму Тимураза Владимировича, мы выбрали другого провайдера, потому что предыдущий провайдер это по цене мы не договорились, это было очень дорого, мы считаем, для курорта. Сегодня мы работаем с Абхазсвязью. На сегодняшний день оборудование до этого, которое было оборудовано, но было не на балансе курорта Пицунда. На этот раз мы оборудование закупили сами. Конечно, это обошлось недешево, около больше 10 миллионов. И сегодня мы за интернет оплачиваем около
600 тысяч в год. В предыдущие года это около 15 миллионов в год оплачивали. И сегодня оборудование, которое есть на территории курорта Пицунда, оно все на балансе курорта Пицунда. Ремонт 3 этажей проводился за счет выделенной квоты российского туроператора ТУИ. Значит, у нас получилось 17 номеров, из них 2 люкса. Один двухкомнатный, другой однокомнатный. 9 стандартных номеров двухместных и 5 номеров трехместных. Сделано это было за короткий период. Вот. Вложения тут, конечно, колоссальные, потому что все очень качественное. Даже оборудованы номера наши профессиональной антивандальной мебелью. Вот. Наш директор Фрикан Викторович очень постарался приобрести все такого вот должного, хорошего качества. Ребята работали тоже не покладая рук. В общем-то, мы успели к сезону, практически успели к сезону, но все старались, работали и день, и ночь. У нас было параллельное заселение старого фонда, и мы готовили вот эти вот этажи новые. Что касается других корпусов, то здесь далеко не все так радужно. Из 7 пансионатов отремонтированы 4. В остальных 3 ремонт либо косметический, либо отсутствует вообще. На многих этажах общий санузел и душ, пережиток советского прошлого. Однако даже на такие номера есть спрос. В принципе, у нас номер недорогой, мы на это рассчитывали. Вода есть постоянно, туалет работает, интернет немножко, конечно, лагает, заедает. А так, в принципе, все нормально. Почему именно Пицунда? Ой, многие наши были в Абхазии, все хвалили. И мы тоже захотели поехать в Абхазию. И я просто по интернету выбрала Пицунда. Много корпусов, красивые фотографии, отзывы хорошие были. Мы решили приехать. Будете рекомендовать друзьям еще вернее? Буду рекомендовать и приедем еще, наверное, да. В старых номерах систематически происходят поломки, требующие ремонта и, соответственно, финансирования. По словам Фрикана Гунба, такие номера убыточные. Хотелось бы остальные тоже привести также в порядок. Те корпуса, 2 корпуса больших, это Маяк и Амзара, и закончить корпус Апсны. 50 лет, курорт уже 50 с чем-то лет. Они в том же виде делали косметические ремонты, но перепланировки не было. Сегодня без удобств в номере турист не имеет никакого желания отдыхать. Есть с чем сравнивать, есть с кем конкурировать, и люди хотят сегодня лучшего, приятного отдыха. Еще одна проблема – это проблема изношенных водопроводных труб. Трубы уже устарели, они имеют очень большой износ, их надо менять. Это чтобы вы понимали, это 2 трубы 7,5 километров вверх, и также 5,5 километров вниз. Это на Лизавский холм, и оттуда сюда в курорт Пицунда и в город Пицунда. Этим водоканалом пользуется сегодня город Пицунда и некоторые гостиницы, мини-гостиницы. Обслуживаем мы. Есть существенная проблема, которую надо устранять и приводить ее в порядок. Финансовые вложения нужны, и своими силами это невозможно. Что касается питания туристов, оно включено в стоимость проживания. Завтрак, обед и ужин по системе «Шведский стол». В среднем в столовой питается 500-600 человек в день. Все очень хорошо. Который день вы уже? Мы уже сегодня последний день, завтра уезжаем. И все эти дни у вас включено питание? Да, в этой столовой. Насколько разнообразно? Ну, все дают, и оладушки дают, и блинчики дают, и каши всякие дают, и супы, и щи. Все очень вкусное, спасибо. Хотелось бы немножко разнообразия на завтрак. На завтрак там в виде яичницы. Хотелось бы, или там просто отварные, например, какие-то яйца детям. Что-то из выпечки, хотя бы разово там, или на ужин, или на обед что-то. А так, в общем-то, в целом все очень неплохо, все диетическое, все вкусное, свежее. Конечно, поесть здесь можно не только в столовой. Вдоль набережной расположены многочисленные кафе и рестораны. Мы находимся на крыше одного из корпусов курорта Пицунда. Здесь же расположено кафе. Отсюда, как на ладони, видна практически вся Пицунда с ее живописными видами. Это море, пляж и те самые целебные сосны. Реликтовая сосна – визитная карточка курорта. Смешение горного и морского воздуха с целебным ароматом сосен создает здесь особый микроклимат. Многие переболевшие коронавирусом приезжают в Пицунду, чтобы укрепить ослабленные легкие. Что касается санитарных норм, то, по словам Фрикана Гунба, в курорте они
соблюдаются. Сотрудники обслуживают туристов в масках. Повсюду стоят антисептические средства. У нас есть свой концертный зал. Для туристов это было очень хорошее развлечение. В летнее время наши госансамбли выступали, концерты давали, но, к сожалению, в этом году таких мероприятий мы не проводим в связи с ковидом. В этом году за все это время были практически единичные случаи заболеваний. У нас есть поликлиника курортовская, главврач и наши 2 медпункта открыты по корпусам. Они проверяют температуру, необходимые лекарства, медикаменты им подают, и таких массовых заражений случаев у нас не наблюдалось и не было. По всем показателям этот сезон обещает быть успешным. На данный момент в курорт заехали уже около 21 тысячи человек. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 17 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 25-30 тепла. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.